А далее цитата недели, которая принадлежит главе «Строим сейчас и будем строить». В Коми открываются новые школы и детские сады. Свежие примеры. Школы в Сыктывкарском Красном Затоне и в микрорайоне Орбита. Школа, детский сад в селе Часово и в Усть-Сильме. По словам губернатора, грядущий год будет непростым, но строить социальные объекты республика не перестанет. Анна Зубарева в деталях о том, что уже сделано и что еще предстоит. Открытие школы в Красном Затоне ждали давно. Поселок расширяется, растет и количество детей. Светлая, просторная, новая школа. Сюда перешли 600 учеников. Еще столько же остались в старом корпусе. В этой школе каждый кабинет напичкан цифровой аппаратурой. Есть игровой зал для продленной группы, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, библиотека. Здание удобно и для особенных учеников. Есть таблички, указатели со шрифтом Брайля, специальные туалеты. Мы работали практически в 3 смены, то есть день заканчивался, рабочий день наш в 6 часов. Детям было очень тяжело, нам было очень тяжело. Сейчас, конечно, условия для работы и для жизни изумительные. А чего только стоит вот эта новая школа в Сыктывкарском микрорайоне Орбита на 1200 мест, которую открыли 1 сентября. Все кабинеты с интерактивными досками, здесь оборудованы 6 мобильных классов, есть 3D-принтеры, плоттеры, цифровые лаборатории с наборами для экспериментов. У детей появилась возможность заниматься робототехникой. Есть здесь даже астропланетарий, телескопы и устройства для имитации звездного неба. Что касается уроков физкультуры, тут тоже много всего интересного. Зал единоборств, большой спортивный и тренажерный, а также хореографический класс. А сколько еще площадок на улице? Интересные уроки проводят, зажигают сердца детворы. И за это, любимые наши, благодарны вам от души. И даже несмотря на сложную эпидобстановку, которая повлекла некоторые трудности, работы по увеличению учебных мест идут по графику. В 2020-м открыт новый корпус школы детского сада в селе Часово. А в Усть-Сильме при поддержке социального партнера появился садик на 120 мест. До конца года завершатся работы еще в нескольких учреждениях. В детских садах Эжева и Щелябожа, в школе-саду села Дутово. В столице Коми планируется выкуп помещения на 1-м этаже жилого дома для создания 84 мест для самых юных горожан, тем, кому еще нет 3 лет. Долгожданного открытия своей школы ждут и жители Визинги. Практически все работы выполнены, остаются небольшие работы по косметической части, завершаются они практически уже по благоустройству территории, до последнего времени велись работы. Общая готовность объекта порядка, наверное, 98-99%. Решение о строительстве корпуса на 500 мест было принято для того, чтобы снять нагрузку со старых строений, одному из которых почти 60 лет. Кирпичный и 4-этажный новый школьный корпус выглядит настоящим дворцом знаний. По проекту в здании 36 кабинетов, 3 спортивных зала, медиатека и актовый зал, которого у школы никогда не было. К слову, и в следующем году ожидается большой прирост образовательных учреждений. В планах властей завершить школу в селе Помоздино и детский сад в Мутном материке. По нацпроекту образования начнут строить школу в Обьячево. Проект уже прошел госэкспертизу. По плану к 2022 году учреждение должно открыть свои двери. И говорят, оно ничем не будет уступать Краснозатонской школе. Кстати, вот эта школа на 600 мест мы будем повторно применять как раз Краснозатонский проект. Потому что, я уже сказал, очень удачный и относительно дешевый. Это расчет обычно 1 миллион на одно школьное место, и поэтому 600 мест школы должно стоить по смете 600 миллионов. Так вот, Краснозатонская школа стоит 440 миллионов, то есть при том, что в ней все есть. Начнется строительство школы с пришкольным интернатом и дошкольной группой в поселке Приуральский Троицко-Печорского района. И, наконец, в деревне Усть-Ижма детей и их педагогов переведут из здания бывшего магазина в новую школу детский сад. Невзирая на то, что следующий год будет с дефицитным бюджетом, средства на эти объекты уже предусмотрены в рамках адресной инвестиционной программы республики. Аппарат управления собирается искать и другие финансовые инструменты для реализации еще больших задумок. Просто сидеть и ждать, когда мы наработаем профицитный бюджет и когда у нас появится возможность строить объекты, нам не дает время, потому что дети учатся в 2 смены, либо учатся совершенно в старых школах, непотребных,
либо воспитываются в детских садах, совершенно находящихся в аварийном состоянии. Республика заключила договор с социальным партнером на строительство школ в Ухте и Сыктывкаре, образовательных комплексов в Ильгарте и поселке Мадмас Усть-Вымского района. Владимир Уйба сказал, что помнит о селе Среднее Бугаево и поселке Озерный. Перед их жителями глава считает, имеет личные обязательства. В первом населенном пункте необходимо построить школу, во втором – детский сад. Для того, чтобы дети учились и воспитывались в современных комфортных условиях, администрация заверяет, будет делать все возможное и привлекать все доступные средства. А пока это выглядит так. Прохудившаяся крыша, испытанный временем фундамент, ветхий, местами даже провалившийся пол. Уже несколько десятилетий школа в Среднем Бугаево напоминает барак. Надо было ее давно ремонтировать. Я не знаю, почему ее вот столько лет запускали, что до такой степени довели. Спортзал у нас весь сложился уже. Как там дети занимаются? Да вообще почти никто не занимается там, они в спортзале. Там эти гвозди везде торчат. Здание школы в Бугаево построили в 1974-м. Несколько лет назад к ней пристроили детсад. На сегодня в учреждении числится 17 школьников и 6 дошколят. Старожилы отмечают, за более чем 30 лет капремонт здания не проводили. А между тем школа каждую весну становится жертвой Печоры. Паводок даже слегка приподнимает здание. Как результат – новые сквозняки и постоянный холод. Конечно, в таких условиях, когда холодно, заниматься, конечно, некомфортно. Поэтому очень нам хочется, чтобы вот сделали ремонт и были нормальные условия, чтобы и детям было комфортно, и учителям. Этой весной, когда республика переживала один из серьезнейших паводков, Среднее Бугаево, как одно из самых пострадавших от воды поселений, с рабочей поездкой посетил Владимир Уйба. Увидев, в каком состоянии находится здание, он сообщил, что строительство новой школы необходимо, и оно обязательно случится. А пока решили провести хотя бы капремонт. На него потребовалось 5 миллионов рублей. 1 сентября в этом году в учреждение образования пошла 191 тысяча дошколят, школьников и студентов. Задача, которую ставит перед собой государство – прирост их количества. И одновременно нужно отойти от двусменного режима работы, который действует сегодня в 38 школах республики. Например, в столице Коми почти 30% детей вынуждены учиться во вторую смену. Для решения проблемы власти установили цель. К сентябрю 2023 года в Коми должно появиться 2000 новых мест, в том числе для дошколят.